Всем привет! В этом видео я хотел вкратце остановиться на том, что, на мой взгляд, самое сложное в грамматике удмуртского языка. Первое – это притяжательное склонение. Я взял эти 4 таблицы из грамматики Алатырева. Я понимаю, что в этих таблицах все мелко видно, они даны просто для иллюстрации. Ссылку на эту книгу я дам в описании к этому видео. Что такое притяжательное склонение? Это когда у слова есть два суффикса. Один суффикс падежный, а второй суффикс лично притяжательный. Для примера, здесь рассмотрено слово «бусы» – поле. Чтобы сказать «моему полю», надо сказать «бусы-елы». «Е» – это притяжательный суффикс, «лы» – это суффикс дательного падежа. А их полю будет «бусы-зылы». Ну и еще пример с местным падежом. В его поле будет бусы-яз. Итак, посмотрим, сколько здесь комбинаций. У нас есть всего 6 лиц, 3 в единственном числе, 3 во множественном числе и 15 падежей. 6 на 15 будет 90. Кроме того, у нас есть два числа обладаемого. Поле и поля. И умножая 90 на 2, получаем 180. Вот во всех этих таблицах 180 форм. 180 сочетаний падежного суффикса и лично притяжательного суффикса. Конечно, не все 180 форм нужно запоминать отдельно. Многие из них получаются логичным образом, просто сложением падежного суффикса и лично притяжательного суффикса. Но все равно общее количество вот этих форм в таблицах впечатляет. Следующая сложная тема, на мой взгляд, это деепричастие. Деепричастие совмещает в себе свойства глагола и наречия. В русском языке два деепричастия. Несовершенного вида, которые отвечают на вопрос «что делая», например, крича, и совершенного вида, которые отвечают на вопрос «что сделав», например, крикнув. Посчитаем, сколько деепричастий в удмуртском языке. Этот текст я взял из учебника Назаровой. Итак, деепричастие удмуртского языка образуется с помощью суффиксов «са», «тек», «ку», «тож», «мон», «мен», «эмен», «мыщ», «мья», «мте», «мтеен», «мтеыщ». Я не считал здесь формы в скобках, это варианты. Всего получается 12 деепричастий. Кроме того, большинство из этих деепричастий можно использовать 6 лично притяжательными суффиксами. Например, ужаку это значит работая, а ужакум значит я работаю или когда я работаю. Ужакут, когда ты работаешь, ужакус, когда он работает и так далее. Вот такие, на мой взгляд, самые сложные грамматические темы в удмуртском языке. Спасибо за просмотр.